с люминесцентными красками, и, к сожалению, так как она вот выставлена у нас, зритель не может увидеть отблески глубины всей картины. Вот если вы в Русском музее бывали и видели там, допустим, картины Гуинджи, Айвазовского, да, то они вот производят впечатление как раз тем, что они многоплановые. Вот. И игра красок, вот она как раз создает эффект. А вот здесь мы просто вот смотрим, какой-то темный силуэт получается. Который, вы знаете, Чудо-Скорскую эпопею, да, который затонул в Чукотском море. Так вот этот вот самолет участвовал в экспедиции, да. Вот. И нашелся он буквально чудом. Значит, когда-то в Санкт-Петербурге, ну, кто старожилы есть, помнят, что вот был аэродром. Знаю. Комендантского. Да, да. Вот. Ну и вот там вот, значит, на отстое, собственно говоря, этот самолет находился и мог бы погибнуть, но его обнаружили, и нам в музее это самое, он попал таким вот образом. Вот. Ну и его немножко подреставрировали. Естественно. Да, как говорится, русским человеком всегда двигала жажда открытий, жажда познаний. Вот, ну и жажда раздвинуть свой горизонт, но в то время еще было сугубо такие утилитарные вещи, это значит, новые районы добычи рыбы, пушнины и так далее, потому что в те века, допустим, 14-15 век, ну, пушнина имела большую ценность. Значит, да, это была валюта, которую обменивали, значит, на Западе на промышленные, необходимые товары. Технологии можно говорить с натяжкой, но тем не менее, да, то чего бороздили Студенное море, которое теперь называется Баренцевым, да, но и не только Студенное море, они выходили в Норвежское море, они входили в города Скандинавии, входившие в Ганзейский союз. Вот, и открывали новые земли. Вот, ну, они ходили и на новую землю, и на Грумант, вот, который теперь называется Шпицберген. Вот, ну, вполне возможно, что они открыли землю Франца Иосифа, просто никто об этом не знал, и до нас не сохранилось никаких источников, и поэтому она открывалась уже гораздо позже, она открывалась в 19 веке по потому что земля Франца Иосифа стала впоследствии, после того, как ее открыли, штатной площадкой для людей, которые стремились пойти на Северный полюс, вот как выходили. И вот мы выходили на ледоколе, в хороших комфортных условиях, вполне безопасно для вас это будет Советский Союз. И у нас тоже в музее имеется большая экспозиция, посвященная именно воздушным экспедициям. Вот. Ну и по Панинскую палатку я вам уже говорил. Вообще надо отметить, что вот наш музей, он, он является хранителем вот той истории, того духа, который двигал людьми, значит, в достижении новых земель, открытия новых земель, познание мира. Еще такое понятие, как континентальный шельф. А для того, чтобы опереться и отталкиваться от континентальной Канады и Гренландии, потому что канадцы говорят, что относятся к их непроходу. Вот, то есть тут вопрос геополитики. Вопрос геополитики. Музейное здание, это храмовое здание, и вот это вот внешний обвод, эти контуры здания, она как панцирь черепахи не дает нам это самое развиваться, потому что мы вынуждены. Почему большие спасательные работы не проводились? Потому что началась война и как-то стало всем не до этого. Вот. И надо сказать еще, что, собственно говоря, советские эпохи и вот экспозиция, естественно, полностью, потому что надо было продовольствие, а
экспедиция потерпела катастрофу, да, катастрофу потерпела. Значит, они разбили лагерь на льду. Значит, на поиски их летали со Шпицбергена вот, на самолетах, но тоже неудачно, потому что и попытка с воздуха их снять тоже потерпела неудачу, потому что при посадке был разбит самолет, и, собственно говоря, и экспедиция сидела на льду. Вот, и те, кто прилетел спасать, они тоже оказались на льду. И вот в то время, значит, относится к этой экспедиции, да, в том числе вот обшивка самолета. Диксона, ну, они ходили и дальше даже. На Дикшине они там раздолбали эту батарею в дребезги. Вот, Я там был. Вот это вот знаменитый... Магомед, здравствуйте. Вы впервые в этом музее? Нет, не впервые. Около... В первом классе меня сюда приводили. Я жил здесь на колокольне, вот рядом. Поэтому мне это все знакомо, но правда немножко изменилось, но мне очень приятно. Спасибо. Да, Выжник. Получив огневое противодействие, они должны были уйти. Огневое противодействие, пушки такие были. Владимир Ильич, здравствуйте. Вы впервые в этом музее Арктики и Антарктики? Впервые? Здесь? Да. Да, Господи, когда книгу писал, это несколько раз было. Да. Почти вы постоянно клиент, да? Здравствуйте. Раньше было. Владимир Яковлевич, вы впервые в этом музее? Да нет, не впервые. А когда, Владимир Ильич, в последний раз мы здесь были тоже на... Ну, когда книгу я писал, а потом еще раз были, помнишь? Да, мы еще... Боярский. С тех пор что им поменялось? Боярский здесь, он сейчас нас тоже будет С тех пор что им приветствовать. поменялось? Нет, не поменялось, но нас очень хорошо приняли тогда. Нам показали музей, рассказали о Юрии Сергеевиче Кучиеве, об экспозиции, которая посвящена походу атомохода «Арктика» к Северному полюсу. Все было хорошо. И сегодня мы рады вновь здесь быть на очень знаменательном событии, о котором, я надеюсь, все узнают в Спасибо скорости. большое, спасибо. Князевский. Он забрал мой флаг и отправил его туда, и обратно возвратил с сертификатом. Сейчас вы об этом и Расскажите, да? Ну, почему нет, конечно. Участник этого похода. Так, где ты? Я здесь. Я всегда здесь. Так, Александром Александровичем. сейчас принесут еще один флаг. Авоськи немножко в сторону. Ага, воски, да. Там вы просто воски. Вы как вытащили. Ты не торопись. Не все это. Киева и не только земляков. Уважаемые в нашем городе люди, для совершения знаменательной и такой, я думаю, памятной и для музея, для всех нас акции. Это передача фонды Музея Арктики и Антарктики знамени, Так, да? которая изображает портрет. Вы знаете, День военно-морского флота у нас проходил здесь, в Питере. Присутствовал глава нашего государства. Вот. И на встрече, на неофициальной, можно сказать, встрече, вообще-то официальная встреча была. На приеме. Прием, вот так поточнее, на приеме. Торжественный. Да, на торжественном приеме я познакомился с Челенгаровым. Я его увидел, ну, лицо, слава богу, достаточно не просто, а очень хорошо знакомое. Я подошел, представился ему, вот, и доложил ему вот о необходимости этот флаг поднять на Северном полюсе в честь 40-летия освоения, будем говорить, Северного полюса нашим земляком Юрием Сергеевичем Кучиевым. И он мне помог. Я вышел, дал мне телефон генерального директора Атомфлота Рукшу. Я с ним вышел на связь, доложил ему обстановку. Он буквально сказал, что подождите, буквально через 2 часа, говорит, вам перезвонят. Через 2 часа мне перезвонил Князевский, Да, заместитель. Князевский Юрий Константинович, и сказал, что он в готовности, значит, флаг этот
у меня взять и там поднять. Ну, я попросил его, чтобы они развернули, сфотографировали, и потом мне все это возвратили вместе с сертификатом. Мы в день прихода Арктики, Арктика пришла в 2 часа 17 августа этого года, и в 14 часов состоялся митинг, и вот это вот все отфотографировали, и мы получили сертификаты обратно сюда ко мне. Я с большим удовлетворением и наше осетинское знамя с портретом Юрия Сергеевича Кучиева, сертификатом, который нам вручен, я вручаю вам, вашему музею. Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, что она не будет храниться в запасниках, В надежных руках. хотя бы в надежных руках, я знаю. Мы хотели бы видеть это. Ну, я думаю, что Этот мы флаг найдем здесь. возможности, да. и- Ну, как-то, Ну, уменьшить может быть. ну, Ну, мы подумаем. изыщите Мы возможности. подумаем. Юрий Владимирович. Рассказал как раз 17 августа 2017 года, когда наше землячество отмечало 40-летие атомохода «Арктика» к Северному полюсу в библиотеке имени Грибоедова в городе Санкт-Петербурге. Вот. И там мы обратились к руководству Республики Северная Осетия с предложением увековечить память Юрия Сергеевича Кучиева, чтобы они, так сказать, это уже сфера их компетенции, обратились в правительство с тем, чтобы одному из судов, желательно ледокольным, было присвоено имя Юрия Сергеевича Кучиева. Ну и поскольку я знаю, тут и у нас в городе, и за его пределами, и даже какое-то казачество где-то там на севере хлопочут о значит, установлении мемориальной доски, где жил Юрий Сергеевич Кучиев. Ну и, конечно, эти наши усилия, я думаю...